Оппозиция планировала начать серию протестов 24 марта в годовщину Первой революции. Уличный марш должен был возглавить бывший генпрокурор Азимбек Бекназаров, в народе известный как «бульдозер революции». Но за несколько дней до намеченной даты в интернете появилась запись якобы тайных переговоров оппозиции. Если скажете «давай, в течение 2-3 дней приеду в Бишкек». Как приеду, сразу возьмем Белый дом. Назад дороги нет. Как следует из опубликованной записи, оппозиция планировала устраивать бесконечные митинги, которые должны были в итоге привести к массовым беспорядкам. Основываясь, как заявляет следствие, на подлинных аудиодоказательствах, спецслужбы начали проводить аресты. 3 из предполагаемых организаторов – бывшие высокопоставленные чиновники, среди них экс-губернатор Бектур Асанов, экс-замминистра внутренних дел Кубанычбек Кадыров и Эрнест Карыбеков, которого часто представляют как эксперта по энергетике. Последнего привели на допрос после обнародованной в сети видеозаписи, где он в салоне автомобиля докладывает о планах оппозиционеров другому, небезызвестному политику Дастану Сарыгулову. 70-летнему экс-госсекретарю также предъявлено обвинение в заговоре и вынесено меры пресечения в виде домашнего ареста. Герой ролика, вырывший себе могилу, оппозиционер Дурат Турдналиев, объявлен в розыск. В свою очередь, оппозиция обвинила власти в тотальных гонениях. Если спецслужбы меня прослушивают, то они должны знать, что я не сторонник революции. Я видел 2 восстания и участвовал в них, и сейчас, наоборот, отговариваю людей участвовать в подобных беспорядках. Следствие по данному делу может затянуться на несколько месяцев, пока обвиняющая сторона не соберет достаточных улик. Юристы говорят, уголовное дело изначально не перспективное, ведь уголовное дело пока держится на аудиоматериалах спецслужб. Сейчас стало известно, что прослушка оппозиционеров велась санкционированно. Адилет Бектурсунов, Азат Нтымаков. В настоящее время Кыргызстан.